Ну вот, такое жаркое на ужин. Окушки, плотва, елец там еще есть. Прям слюни потекли. Прям слюни потекли. Я уже отодвинул сковороду. И, знаете, на сон меня так тянет, что думаю, надо встать, поужинать и быстро-быстро лечь обратно. Пока хочется спать, надо быстро ложиться и уже отдыхать. Самое главное, вот сейчас я своим охотничьим ножом режу хлеб. Когда ремонт избы было, в последнем походе, я не знаю, куда подевался наш нож с синей ручкой. Денис спрашиваю, я говорю, не знаю, сам вроде никуда тоже, может, куда-то уронили, не могу вспомнить никак. Икра. Обалдеть. И в прикуску, как всегда, лук. Суп я ел чесноком. Там несколько долек чеснока там. Вчера был стрим, не запланированный, так, спонтанный тоже, но в настройках, где я вообще запутался там, еле-еле стрим мы сделали. Свежие огурцы еще. И на этом стриме был вопрос. Какие-то вот моменты мистические, так скажем. Вроде такой вопрос. Какой-то мистический случай был или нет. Сейчас расскажу один момент, который вот, думаю, именно вот похож на мистику. Да и вроде я уже это рассказывал. Может, нет. Но вроде рассказывал на второй избе, когда большая охота, там бывает за ужином тоже болтаю, рассказываю. И я начинал вот здесь, когда первая изба, до этой избы еще изба была. Ну, сейчас вот амбар, где вот сосна, возле сосны это сухостоя, амбар стоит. Вот эта изба была. 3 на 3 размер. Там мы с дедом обычно ночевали, на двоих вполне достаточно. И бывало, знаете, ночевали еще мы там 5 человек. 5 человек вмещались кое-как. Ну, просто отдохнули и так особо не выспишься. Тесновато. Я зимой, блин, так продувает. Короче, от стекла сильно продувает. Жестко продувает прям. Не то осенью, не то зимой.
общем, я спал. Да, помнится, рассказывал. Спал, короче, и на боку спал. На боку спал и к стене лицом. Нары такие Г-образные были. Я лежал напротив двери лицом, но спал на боку лицом к стене. И вот я чувствовал по-настоящему это не где-то присмотрел, там сочинил, а именно я лежу и чувствую, вот что-то мохнатое ко мне прижимается. Я лежу, как сказать, уже не знаю, что делать. Чувствуется вот этот мех, прям холодок сейчас тоже пришел. Мех так чувствую. Что это было? Я так лежу, думаю, что мне делать, как мне быть. Я зажал кулаки так. И знаете, вот на боку так лежу. И со всех сил я так ударил в пустоту. Ничего, никого не было. А я чувствовал своим телом, чувствовал что-то мохнатое. Я не знаю, что это было. Я не испугался, криком никуда не убежал. А в памяти у меня это осталось. Больше этого не повторялось никогда. Но это было в моей жизни. Мистика, не мистика это. Не знаю, с чем сравнить. Вот сейчас я рябу, как сказать, сегодня вот супом съел. Сейчас вот намазал. Пускай будет. И я в суп наложил эту рябу. Размешиваю. И Иван Пермяков, как-то мой подписчик, как-то мне написал. Ты, говорит, Олег, ешь вот майонез, а ты не заметил, что он не растворяется? Вот горячий суп, а майонез не растворяется. И эта ряба, она действительно не растворяется. Я обычно ем или махеев беру, или же провансаль. А вот ряба это говно, как я понял. Это действительно что-то из чего-то сделано, но не настоящее. Химия из химии. Но будем кушать. Как ни крути. Ну что, попробуем свежую рыбу, свежевыловленную. Вкусная рыба. Речная, но даже бывает там в каких-то местах с определенным запахом. Это вкусное. На реке вот пока не повезло с хорошим уловом. Но с озера сегодня нормально я порыбачил. Немало. Вот.
Ну что еще добавить? День прошел. Считаю, день был удачным для меня. Посадил утку, наловил рыбы, видел лося. Хорошая погода была сегодня, 20 число. Кратковременные дожди так начинались, но вполне хорошие, можно считать. И буду, наверное, заканчивать сегодняшний день. Я сейчас буду ужинать эту вкусную рыбу и отдыхать. Мы встретимся завтра. Все как будет, буду дальше снимать. У меня уже карта памяти одна заполнилась. Я даже не представляю, если я, скажем, на вторую избу поеду на 10 дней или на неделю. В таком темпе мне никакая карта памяти не хватит. Надо, наверное, меньше как-то снимать, или я не знаю, как быть мне. И сегодня также вроде и не стараюсь много так снимать, но один хрен получается там очень много. Вот. Короче, я ужинаю и отдыхать. Всем пока. Встретимся завтра. Время сейчас 10:30, 22:30. Хочу подкинуть еще дрова перед тем, как я лягу. И прикинуть, примерно на сколько часов хватит, вот, скажем, я большие полено туда закину. Вот. И примерно узнать, на какое время хватит вот это такие чурки. Вот так вот. Все. И плотно закрываю. Плотно закрываю. Тут только небольшая щелинка осталась еще. 10:30. Я спать. Ох, только что проснулся, ребят. Время 5 часов 10 минут. 21 сентября. Всем привет. Вот это я поспал. Ой, да. На улице явно заморозки. Сегодня заморозки были. Не знаю, сколько градусов сейчас. Ой. Ну да, все белым-бело. Первые заморозки. Вон он. Ударили. Ой. Ну что сказать. Вообще такая жара. Вот все время, всю ночь у меня дверь вот так была. Вот так. Потом к утру я вставал и чуть-чуть закрыл. Вообще такая жара была. Смотрите, что осталось. Я вообще не подкидывал. Очень жарко было. Вон. За всю ночь ни разу не подкидывал. Такая жара в избушке. Вообще отлично. Не хуже, ребят. Эта печка не хуже кирпичная, поверьте мне. Вот так вот. Сейчас я
чайник скипячу. Ну, чай сварим, одним словом, если по-простому. И куда-нибудь схожу. Вот это да, ударил сегодня мороз. Сейчас он быстро разгорится, моментально, поверьте. Такая тяга будет там. О, вот это я поспал. Тут бардак, ну, я люблю. Все под рукой. Ай. Вчера наелся. Еще без штанов. Рыбы у меня вот столько еще осталось. Блин, этот я забыл хлеб закрыть. Ой, что-то. Да, выспался. Я вчера сразу моментально уснул. Потом, знаете, вот у меня поддувало, как бы полностью было закрыто. Но в какой-то определенный момент эта печка такой жар дал. Вообще ужасно жарко. Я вообще дверь открыл. Потом снова как бы небольшую щель двери оставил. И дальше спать. 5, значит, получается... Значит, получается, я вчера после 11 закинул дрова. Смело можно 5 часов спать. Не думая, что ты замерзнешь, печка погаснет. Ты вот, скажем, будильник поставил через 5 часов, ну, чтобы дрова подкинуть. Еще раз скажу, вот такая печка получилась. И сейчас так тепло. Знаете, там открыто, вон, там открыто. Здесь также была дверь открыта. Везде кругом все открыто. Вот. Кирпичная печка у меня, что было, за такое время также остывает. Быстрее даже остывает, чем вот сейчас. И кирпичи теплые. Между прочим, кирпичи теплые. Тоже жар, значит, они держат. Все ясно, понятно. Сейчас я чаек попью, а там будем думать, что дальше делать. Ну, конечно, сегодня конкретно мороз ударил, конкретно. Сегодня уже все, листва будет падать. После таких заморозков листва не выдержит. Начинается листопад потом. Очень крепкие морозы были сегодня. Раскочегарилась печка. Быстро закипит чайник сейчас. Немножко убавить. Очень удобная штука вот эта. Это ночная, так, закрыл. Можно еще поплотнее, чтобы вообще тяги никакой не было. Вот так приоткрыл. Спокойно будет так этот гореть. И все время вот шорох, всю ночь шорох был какой-то. Думаю, отсюда песок идет.
Вот она. Что за шорох, думаю, где что, где что этот. Все время шуршит, а оказывается, здесь щелинка. Не герметичная, я там что-то там закрыл. И все время этот песок через эту щелинку надо как-то все закрыть. Там мой косяк. Чем-то надо хотя бы газеткой сейчас первое время. А вот когда первая изба была, до этого, когда до этого первая изба была, я еще, без штанов. И тоже вот с дедом мы избу построили. И на потолок под на потолок постелили мы обычную пленку. От в те времена очень много было этих. Парниковой пленки дефицит, может быть, было, но может и не было. Я пацан был, мне как-то что скажут, то и делал, как сейчас Денис у меня. Не скажут, меньше, как его, проблем меньше работы. Скажут, то сделай, я сделал. И все этим руководил дед. И, короче, мы на потолок постелили от удобрения. В те года мы также, кроме вот для себя, для своей скотины мы траву там заготавливали. И в то же время это считается поля колхозные, как бы типа аренды делаем. И, скажем, 30-20% щена, что мы заготовили, отдавали колхозу. Все время так было. Они как бы осенью ходят по сенокосам, где стога 2 человека, 3 человека бывает. Пешком они так и поднимаются. Проверяют качество сена. Ну, на ощупь так. Они в стог сена руку сувают, сено вытаскивают, смотрят. Качество сена. Примерно какой объем в стоге. 2 тонны или 10 тонн там. И на этом стойка, где вот сток делаешь, зачет сделают и туда карандашом пишут, сколько тонн с этого стога они взяли. И за это еще колхоз давал небольшие деньги. Можешь ты вот, скажем, где-то взять поле, заготовить сено, не для своей коровы, а так просто вот взял, заготовил и можешь сдать. Такие правила были. Немножко подзаработать даже было можно. Но небольшие деньги. И, короче, вот колхоз дает тебе поле, в то же время он тебе дает удобрение для того, чтобы мы с дедом приезжали весной сюда, и эти удобрения сеяли, как хлеб сеешь. Вот мне это нравилось, очень даже нравилось. Ведро там, возьмешь и сеешь, ходишь там, сеешь, все поле. И от этих мешков, от этих удобрений остаются мешки. Ну вот мы на потолок эти мешки постелили, потом на эти мешки землю. Но эти мешки, знаете, вот когда ты зимой приезжаешь, и они отсыреют и выделяют какую-то влагу, и начинают, вот ты лежишь на нарах, и изба теплая, земля холодная сверху, и такой конденсат получается, и капельки капнут, через щели, вот через между досками. Вот. И
Ну, дед там умудрялся, там все эти щели там бумажками там закрывал. Тоже здесь, то же самое. Вот тут. Короче, через одну доску там, через один щель там, короче, земля выходит. Вот. Ладно, он сразу жарко стало опять. Опять придется дверь открыть. Вообще, печка, блин. Я не могу нарадоваться, честно слово. Чайник закипит, чай попью и в путь. Чайник закипел. Давайте выйдем, посмотрим на улице, что творится. О, чистейший воздух на улице. Фу. Вот это так. Такой свежий воздух сегодня. Ветер поменялось, южный ветер вышел. Печка дымит. Сейчас лодка поднялась. Все, хана. Короче, жесткие заморозки. Что-то не стреляют мужики. Без выстрела, без ничего, что-то едут. Вода стоит. Вода не прибывает вообще. На одном уровне. Целые сутки уже. Я вообще вчера испугался, как увидел речку, думаю, наводнение будет. Жестко я ошибся. Нет, вода стоит, уровень на месте. Вот такая красотень. Все, листва сегодня уже. Остатки уже зеленые будут желтеть. Крепкие заморозки и первые заморозки за эту осень. Я еще таких заморозков не видел. У нас в селе не было. Может и сегодня там тоже. Ну там южнее, как получается. Каждый километр большую роль играет. Вот инеем покрылось. Первый снежок. Костер разжигать не стану пока. У меня чайник закипел. В принципе, вчера распилил дрова, так и не использовал. Ох, вот это дубак. Непривычно даже как-то. Холодно, честно слово. А здесь уже тепло. И знаете, вот сейчас вот очень сильно нагрелась печка. И по-новому этот запах появился. Вот этот запах не могу понять. Или от этого железа, запах. Может от трубы, может от печки. Как будто вот, знаете, вот не гролом что ли пахнет. Каким-то вот смазкой какой-то. Трансмиссионной смазкой, именно трансмиссионной. Вроде в кирпичи нигде ничего не капало, когда я работал здесь на улице. Но вот выделение какое-то идет. Пока не могу понять. И вроде обложил кирпичами, да после этого появилось. Неприятно. Запах, конечно, такой ядреный, блин. Это обратно, наверное, вынесу. Вон, вчера сколько заготовил этих сырых дровишек, а не использовал это, наверное, вынесу, потому что они с грибками, может, или еще куда-нибудь в коридор туда сложу. Вон утяра наш. Первый пока. Забыл посмотреть,
Ну да. Опа. Ну-ка, примерно 2-3 миллиметра. 2-3 миллиметра. Такой бардак. Вчера рыбу чистил тут. Ночью ничего не видно уже было. Ой, блин. Нормальный ход. Ну, 3 миллиметра толщиной вот лед образовался. Ночной. Для хранения рыбы я по старинке вот такой туис, так называемый, использую. Вон. Здесь примерно 8 литров сюда влезает. И он полный. Ну и тут ведро еще.